Руслан Матиев, следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия. Его история не просто хронология расследований. Это повествование о преданности долгу, о неустанной борьбе за справедливость и о личном мужестве в условиях, требующих не только профессионализма, но и глубокой моральной силы. Сложность некоторых моментов заключается, опять же, в расследовании уголовного дела в условиях неочевидности. Да, там приходится проводить, поступают нам материалы оперативные с различных служб, и мы прекрасно понимаем, что да, есть лицо виновное, но необходимо собрать комплекс доказательств, который будет действительно подтверждать его вину. И с этого момента уже начинается вся вот эта вот оперативная следственная деятельность, которая приводит к тому, что мы собираем всю доказательную базу. Да, конечно, когда в условиях неочевидности у нас проводятся те следственные действия, которые необходимо закрепить для того, чтобы завтра подозреваемое обвиняемое лицо не могло уйти уже даже, когда дело будет передано в суд, не могло уйти от наказания, действительно, от преступления, которое он совершил. Здесь каждая деталь играет важную роль, а каждый свидетель – потенциальный источник как правды, так и обмана. Эта работа требует навыка анализа информации из самых разных источников, от показаний свидетелей и экспертиз до объективных данных и документации, и умение собрать все это в единую картину. Это способность, с одной стороны, глубоко сопереживать жертвам преступлений, а с другой – оставаться беспристрастным и объективным в оценке доказательств, не поддаваясь давлению и эмоциям. Ежедневно Руслан Матиев сталкивается с тяжелыми и сложными эмоциональными нагрузками. Он вынужден разбираться в самых запутанных обстоятельствах преступлений, общаться с потерпевшими, свидетелями и обвиняемыми, каждый из которых имеет свой взгляд на ситуацию, свою мотивацию и свои интересы. Например, вот из последних дел, это запоминается дело, в 2021 году поступили материалы по завышению объемов работ. Это у нас была одна подрядная организация, которая заключила контракты с МВД. По контрактам они обязались выполнить строительно-монтажные работы по объектам, опять же, по объектам МВД. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что подрядчикам были завышены объемы работ, то есть представлены в МВД акты о приемке выполненных работ, в которых были недостоверные сведения. В ходе расследования настоящего уголовного дела был выполнен определенный комплекс, большой объем работы, в ходе чего была собрана доказательная база, и уже под окончание расследования уголовного дела обвиняемое лицо признало содеянное преступление. В итоге был направлен в суд, и дело до сих пор рассматривается в суде. В арсенале Руслана Матиева не только кодекс законов и опыт, накопленный за долгие годы работы, но и современные технологии. Он использует новейшие методы криминалистического исследования, работает с базами данных, анализирует цифровые следы и применяет передовые методы экспертиз. Однако, как бы и ни была совершенна технология, основной его работой остается человеческий фактор – умение общаться с людьми, устанавливать контакт, завоевывать доверие. Руслан умеет распознавать ложь, выявлять противоречия в показаниях и находить скрытые детали, которые могут стать ключом к разгадке преступления. Его опыт и умения стали легендарными в узких кругах. Могу охарактеризовать Матиева Руслана как очень добросовестного, грамотного работника, и как самого, даже как человека тоже могу сказать только все самое хорошее, отзывчивый человек, по работе не раз пересекались, с моментами обсуждали те вопросы, которые возникали при расследовании уголовных дел, как у меня, которые были в производстве, так и как у него были в производстве. Несмотря на все трудности, Руслан Матиев остается верен своему призванию. Он делает все возможное, чтобы преступники понесли заслуженное наказание, а жертвы получили моральную и юридическую поддержку. Его работа – это вклад в создание безопасного и стабильного общества. Это защита интересов государства и граждан. 25 июля такие же сотрудники органов следствия Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Хотел бы поздравить всех ветеранов, всех действующих сотрудников, пожелать им здоровья их близким, пожелать им терпения. Ведь на самом деле работа следователя, она требует массы терпения, потому что действительно следователь, это вторая его семья, работа это вторая его семья, потому что весь световой день мы проводим здесь на работе. И в преддверии этого дня искренне еще раз желаю всего самого хорошего и успеха в работе.
Его история – пример для подражания. Линия судьбы, которая заслуживает не только призвания, но и глубокого уважения. Работа Руслана – не просто исполнение служебных обязанностей. Это миссия. И он с честью и достоинством несет ее на протяжении многих лет. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз 24.